Наталья Викторовна, спасибо огромное, что нашли время для Яшары. Хотела бы сегодня обсудить закон о кадастре. Планируется принятие поправок, которые, скажем так, отсрочат действие закона о кадастре. Вот это всю кадастровую чехарду, которая происходит сегодня в стране, так не очень как будто бы заметно, но тем не менее. Насколько я понимаю, в свое время в парламенте, в 6-м созыве вы уже имели возможность ознакомиться с тогда спущенным в парламент документом о кадастре. Вот расскажите немного об этом, и очень хочу знать вообще ваше отношение ко всей этой истории. Приветствую, Нисфа. Я хочу сказать следующее. Да, в будущем мою бытность депутатом, но это было спущено в парламент не для работы в парламенте, а для ознакомления. Лично мне Кристина Константиновна попросила меня ознакомиться с данным документом, и он практически у меня пролежал до окончания моего срока. Это приблизительно порядка 2 лет он находился у нас в парламенте для ознакомления. На тот момент, ознакомившись с тем проектом закона, мы, переговорив, я бы сказала так, не очень глубоко об этом говорили, но Кристина Константиновна тогда поинтересовалась, как вы думаете. Я сказала, что ни мы, ни страна не готовы принять данный закон. Потому что и тогда, и сегодня, я прошу прощения за вот такое небольшое жаргонное слово, он для меня показался достаточно мутным. Что такое вообще закон о кадастре? Да? Вот есть хороший опыт, можем просто для ознакомления понимать, что такое кадастровая палата и как она работает. В частности, по принципу работы Российской Федерации. И такой же есть вот на сегодняшний день четко уже мнение. Вот Крым отказался от работы кадастровой палаты. Почему? Во-первых, это в некотором смысле идет такая централизация в нашем случае. Если, допустим, в Российской еще Федерации существует региональное отделение кадастровых палат, то в нашем конкретном случае, и вот закон, который сегодня принят, он приводит к полной централизации, значит, это все будет собираться в одних руках. Информация должна собираться в одних руках. Я скажу о положительных моментах вообще работы. Почему, в принципе, сам законопроект или уже принятый закон, вот скажу о положительных, но это вот, я бы сказала, состоит он, допустим, из 3 пунктов, но отрицательных пунктов там очень гораздо больше. Да. Давай о положительных. Да, это сбор информации, это понимание, четкая оцифровка документов, да, это понимание, то есть некоторая дифференциация недвижимости нашей, это распределение между муниципальной, республиканской, государственной собственностью. То есть это хорошие моменты. Разговора нет. А теперь давайте поговорим о другом. Просто, опять же, сошлюсь на выступление, по-моему, руководителя кадастровой палаты Сангуля. Хочу сказать, где он говорит, прошу прощения, откровенную ложь о работе местных БТИ, районных БТИ. Он говорит о том, что людям приходилось ждать достаточно долго. Неправда. Никогда в районных отделениях БТИ никогда документы не задерживались на очень длительные сроки. Максимум обработки, четкой обработки, это работа, максимум 2 дня, не более того. Значит, сейчас идет просто руководитель Сангуля обманывает народ в целом и говоря о том, что они плохо работали, у них не было каких-то документов. Неправда. Все. Если так плохо работала наши региональные БТИ, районные БТИ, что ж тогда документы, все архивные документы, они запросили у районных БТИ? А что ж вы сами, друзья? Хочу, как председатель комитета по бюджету и в бытность мою работу в парламенте, каждый год была строка на кадастровую палату. А также, поскольку сейчас руководителем контрольной палаты является мой бывший коллега, была же проверка. И там как раз-таки говорилось о неэффективном и нецелевом использовании денежных средств кадастровой палаты. Тогда у меня, как уже гражданина Абхазии, возникает следующий вопрос. Друзья, что же вы так быстро, в ускоренной программе, по ускоренному, так сказать, я не знаю, с темпами такими ускоренными принимаете закон о кадастре? Для чего?
Вы что-то хотите скрыть или оправдать свои расходы, затраты? Что вы делаете? Мне что-то непонятно. Это первое. Второе, я хотела бы еще, еще такой один сделать важный аспект, обратить на что внимание. Ну, как всегда, это обычно у нас бывает, в парламенте приняли закон не глядя. Друзья, я не хочу, как бывшим своим коллегам, как коллегам обращаюсь, вы вообще полностью прочитали этот закон? Вот я имела такую возможность, но мне же делать нечего, я сейчас безработная, ознакомиться с этим документом. Но, друзья, это, понимаете, то есть они сейчас рапортуют о том, что все у нас будет хорошо. Не бывает так. Вот просто элементарный пример. Закон приняли, он вступил в силу 1 октября 2025 года. Вот от момента его, это прошел, по-моему, в 2024 году его во втором чтении, во втором и окончательном приняли, и он вступил 1 октября. За этот период должны были привести в соответствие всю нормативно-правовую базу. Должны были привести, если существуют некие противоречия с другими законодательными актами, должны были устранить эти противоречия. На данный момент эти противоречия не устранены. И как в типично абхазском случае, и в типично абхазской работе кабинет министров, наш Вова Делба вдогонку принятому ранее закону присылает нормативно-правовые базы, тарифы. Друзья, у меня вопрос. Вы что, когда прекратится вот такой бардак? Закон вы приняли. У вас был практически целый год. В ноябре было принят, в октябре он вступил в силу в 2025 году. Можно было за год привести в соответствие, привести в нормативно-правовую базу, вывести, убрать все противоречия с другими законодательными актами, чтобы сегодня они работали? Он говорит о тысячах сделках. Я просто хочу ему напомнить, этому Санбуле, прошу прощения, имя не помню, что в БТИ они осуществляют ежедневно сделки, постоянно и на постоянной основе. И 1000 им собирать не надо. То есть там работа велась, не останавливаясь причем. И не надо говорить о том, что БТИ, районы БТИ работали плохо. А как могли проводиться сделки, как они вообще проводились, если до сих пор Кабинет министров, то есть правительство абхазское, не утвердило тарифов? Вот. Нисва, а я сейчас скажу о самом интересном. Вот недавно прогремела, и кадастровая палата, надо было ее за это наградить, провела сделку по ПСОВ, по-моему, Дом отдыха ПСОВ, и при этом госпошлина была заплачена 4000 рублей. Друзья, вы правда так считаете, при сделке в 500 миллионов госпошлина должна была быть 4000? А почему не был применен закон о госпошлине, где сделка должна была 0,2%, это 10 миллионов должно было поступить в казну? Вове Делва вопрос. Я не могу понять, он за кого борется усиленно так? За кадастровую палату или за возможность получения доходов для страны? Вот что-то мне непонятно опять. И еще один момент очень важный. Оказывается, кадастровая палата сейчас оповещает всех для возможности осуществления, если у вас не будет вам присвоен кадастровый номер, да, то вы не сможете в дальнейшем осуществить сделку. И я хочу сказать, люди, вот просто для меня, я сейчас кого-то опять обижу, но закон обратной силы не имеет и никогда не имел. Если я заключила сделку по закону того времени, будьте добры, если вы сегодня хотите присвоить мне кадастровый номер, вы должны меня поставить на учет, присвоить мне номер и сказать: Наталья Викторовна, придите, пожалуйста, вот вы получаете вот такой-то, такой-то номер кадастровый. Все, я не обязана ходить, оббивать ваши пороги и получать этот документ. Это вы, если вы хотите. И платить за это. Совершенно верно. Вот по бланку вообще у них должна быть тариф на бланк. Может стоить 500 рублей. Хорошо, 500 рублей я готова заплатить за получение, корочки, книжечки или там еще чего-то. Я не обязана ходить. Пусть читают законы, друзья. То мы боролись с законом об апартаментах. Теперь мы боремся с законом кадастра на недвижимость. А в моем понимании это скрытая форма продажи нашей недвижимости. Ты лег с пониманием того, что это твоя недвижимость, а утром ты просыпаешься, потому что может быть, что-то ты вовремя не сделал, а что-то произошла где-то ошибка. И у тебя могут, по закону, который сегодня принимают, могут изъять. А зная наше вообще положение в целом по Абхазии, я знаю, что у многих людей даже не переоформлены. Вот мама, папа, родители умерли, не переоформили до сих пор. Они знают, что это их родовой очаг. Друзья, а по кадастру вы, откровенно говоря, можете проснуться завтра
уже не имея эту недвижимость. На сегодняшний день, проводя какие-то сделки, они опять обращаются в БТИ. Вы же все оцифровали, друзья. Вы же все сделали, друзья. У вас же все эти документы должны быть. Вам зачем БТИ тогда? И я бы, если честно, коллегам, вот обращаясь к коллегам, хочу сказать, отложите этот закон, да, его надо отложить. И у меня, например, как у бывшего депутата, есть свое видение, как может это работать. Но в том виде, в котором сегодня закон есть, и с доработанными и принесенными, вновь принесенными поправками, простите меня за мое такое слово, это чушь. Это очередной обман и возможность продажи нашей недвижимости. Скрытая форма продажи нашей недвижимости. Вот это мое такое мнение.